Ну как вам впечатление первое о новой семинарии возрожденной? На эту встречу журналистов пригласили в духовную семинарию. Высшее учебное заведение Казанской епархии. Здание капитально отремонтировали. Теперь все условия, чтобы получить богословное образование. Но начал свой разговор владыка, как ни странно, с чемпионата мира по футболу. Дали возможность увидеть, как можно жить, то, к чему просто стремятся и только декларируют. Можно жить не просто толерантно, то есть терпеть друг друга, но взаимоуважительно и сотрудничать. Наглядный пример иностранным туристам – воссоздаваемые храмы и строительство новых. Сейчас в Татарстане реставрируют 65 зданий, 47 церквей строят, и все это по соседству с мечетями. Один из самых грандиозных проектов сейчас – воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери. Его возвели на историческом фундаменте, и это будет точная копия разрушенного здания. Работы начались 2 года назад, сейчас идет внутренняя отделка. Свидетельство, что мы, люди, носители 2 основных религий, и собор возрождаем вместе, как это было и в Болгарах. Объединение людей сейчас особенно важно, подчеркнул он, когда на Украине вместо мира раскол церкви. Вмешательство политических сил, государства и неких иностранных интересов делают не очень хорошую услугу для страны по имени Украина. А самое главное, для народов. Журналисты также поинтересовались, кто будет настоятелем Казанского собора. Владыка интриги не стал делать. По положению Русской Православной Церкви им является правящий епископ. То есть это... Анна Городова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.